Свой 41-й день нараджэння напярэдадні адзначыў мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой». Менавіта ў гэты ж дзень на мемарыяльных плітах цытадэлі з'явіліся новыя імёны яе абаронцаў. 1020 человек покоятся у братской могиле под плитами мемориалу Брестской крепости. Гэта оборонцы и члены их семьяў. И только 273 прозвища были вядомы до дня сённяшняга. У день 41-й гадавіны з дня заснавання меморіялу на меморіяльных плитах з'явіліся яшчэ два. Молодший сержант Денис Пахаренко и сержант Виктор Романовский. З нябыту их имёны вярнула нашчадкам работы навуковых супрацоўнікаў Музея обороны. Одно из имен, которое сегодня выносится на гранитные плиты, это Пахаренко Денис Тарасович. Его имя было установлено в ходе поисковой исследовательской работы, которая велась в течение года 2011-2012. И началом явились раскопки, которые проводил 52-й поисковый специализированный батальон Министерства обороны Республики Беларусь. Яшчэ больш складаная работа па ўнясенні прозвішча абаронцы крэпасці сержанта Виктора Романовскага ў спіс герояў вялася многія гады. І толькі дзякуючы работе малодшага навуковага супрацоўніка Музея обороны Алексея Молочникова гэта стало магчымым. Имя Романовского Виктора Семеновича известно нам было в послевоенные годы, то есть гораздо раньше, чем вот эти раскопки последние проводились, из воспоминаний его сослуживцев. Он проходил службу в 31-м отдельном автотранспортном батальоне и по воспоминаниям сослуживцев погиб здесь, в Брестской крепости. Апошнім часам на рэстаўрацыю 30 аб'ектаў крэпасці выдаткавана каля 20 мільярдаў рублёў. Ёсць планы и на ближайшую перспективу. Буквально недавно завершили работу по Холмским воротам. Считаю, достаточно неплохо проведена реставрация. Вот, по южным казармам. И ведутся работы на важном, для нас важном, потому что впоследствии мы, когда завершатся капитальный ремонт на 333-м стрелковом полку, мы там хотим тоже проводить музеификацию этого объекта. У планах таксама работа по рэстаўрацыі паўднёва-ўсходніх казарм, парахавога пограбу і іншых аб'ектаў крэпасці.